А какой объем вот вы будете движение делать руками? Вот такой, да, здесь полный, да? Так, Да. А ты смотришь? Я буду представлять мозг. Асимметрично, это как бы визуализировать. Да. Дистанционно так работаю тоже. Угу. Сейчас мы затянем шаг. Ага. Угу. Я сейчас буду двигаться, представлять. Предвкушение. Что будет? Значит, это классическая, во всех поликлиниках называется электроэнцефалограмма. Ага. Это мозг, он вообще-то работает вот так на электричестве. И поэтому пробиваются эти волны, пробиваются через кожу, через череп на наши вот эти датчики. И вот эти кривые активности в разных местах головы, как работают разные участки головы. Вот мы их увидим, потом мы вам покажем, да. И вот, но они неспокойные, они каждое мысленное движение они улавливают, и там будет записано. И вот будет интересно, сначала покой, глаза такие закрытые, открытые, вы ничего не делаете. Потом начинаете свое дело. Вот, и вот посмотрим потом, что там меняется в мозгу. Так, все, начинается, да? Просто зря. О, ритм, сердце идет. Да, хорошо. Доброе утро. Это вы у нас самый красивый? Да. Там все спрашивают, кто за шаман какой приехал. Ужас. Ну, все подошло ему, Да. костюм подошел. Даже большеватый. Я все попросила. А мне сказали большая, большая, ничего не большая. Я все Вы попросила. очень миниатюрная. Спасибо. Я попросила от духа, чтобы операцию сегодня пошла. У нас. Да. И все ваши операции тоже Ага. пошли Ага. нормально. Я так готовилась. А вы помнишь? Да. А у меня методика авторская. Да вы Песен Вселенной. Это процесс изучения. Он помогает реабилитации. Может. Реабилитация Ей надо. после инсульта нейронки. Ага. Вот. У нас девочка после ДТП 2 черепно-мозговой травмы. Ой, это 2 трепанации черепа. Угу. Поэтому ей снять вот это все. Пожалуйста. Конечно, все будет Да. хорошо. Можно шапочку снять? Волосы еще не отросли? Ну, ничего, ничего. Ничего, глазки закрываем. Сначала снимаю нагрузку. Хорошо?
Сейчас я и тебе покажу, а потом будешь повторять, хорошо? Звук. Сейчас букву М, да, сюда направляем. Мычим, как будто сюда, да. Купол держи, губки вперед и начинаем работать. Сюда направь. Чуть губка вперед. Ну, вот инструмент, который мы работаем. Секрет, что головной мозг является основным нашим, как я бы сказал, управляющим компьютером. Если что-то с компьютером происходят достаточно серьезные сбои в системе управления, да, ну и, следовательно, уже жизнедеятельность человека. Ну, в общем, да. Все-таки надо иметь колоссальные знания для проведения таких операций, колоссальные навыки. Раньше эти операции делали, вскрывали головной мозг. Ну, вот, собственно, диаметр инструмента, которым мы работаем. Вот вы видели проводничок, да? Вот его диаметр. Вот как он выглядит. Можете потрогать. Вот такой вот проводничок я заводил в церебральные сосуды. Вот момент заведения, да, я показывал. Ну вот я за ответом по миру хожу и... Вот это, ну, я представитель тяжелой медицины, да, то есть меня... Я же чувствовала. Да, меня очень, да, то есть как бы я достаточно давно работаю уже на головном мозге, и мне кажется, что... Ну, реабилитация. Ну, это реабилитация, да, то есть пациентами надо, если вы хотите получить результат, пациентами надо заниматься. Да. Ну, там уже, похоже, все Ну, готово, ладно. начинаем работать, да. Да. Так, Все будет хорошо. все, я думаю, что туда пойдете сейчас, я помою, если уже пойдем делать. Да. Пожалуйста, в процессе вмешательства головой не крутим, хорошо? Может возникать чувство жара. Так, не больно? Вот так мы домой заведем сейчас. Не пугайтесь. То есть вещество, которое не пропускает рентген. Старайтесь не двигаться. Не мешайте съемке. Тренировочный контуров я не вижу. Так. Лежит спокойно, шевелится. Когда человек мечтает, эта мечта сбывается. Синоним галлюцинации. Да. Да. То есть видение того, что ты не видишь глазами. То есть твой мозг продуцирует картины, которые существуют, которые ты не видишь. Давайте спросим у студентов, как бы они определили мечту, что это такое. Существует лимбическая система, представляющая собой определенный круг
внутримозговых образований, которые регулируют наше поведение на низших уровнях. Однако при взаимодействии с лобными долями у нас проявляются и такие функции, как мотивация, то есть заинтересованность какой-то деятельности, например. Ну и та же самая мечта – это, по сути, свои желания чего-то добиться, чего-то достичь, что-то получить, находиться рядом с кем-то. То есть и рассуждая и о таких высокопарных понятиях, как любовь, отношения, это реализуется тоже у человека не только на функции лимбической системы, но включается также и лобная кора. Моя мечта. Объединить нетрадиционную медицину с традиционной. Все это есть, все это использует сейчас и традиционная медицина. И если бы не было бы нетрадиционных методов лечения, не было бы и традиционных, согласитесь. Но если мы говорим уже о современной медицине, современная медицина, она наука, это научные методы. Должно быть доказательство. То же самое касается и лечения пациента. Мы всегда ищем подозреваемого, мы всегда ищем причину, мы всегда ищем пути, как пациента вылечить. Нетрадиционная медицина не может сделать то, что можем сделать мы. Тромб нетрадиционная медицина из мозга не сможет достать. Вот. Не сможет взять и заменить сердце человеку. Не сможет. Мы можем. Вот, например, это мозг, да? Но говорят, это же, все время сегодня говорили, это компьютер. Например, тут где можно файл найти мечты? Файл мечты. Файл мечты. Но- Файл страха есть, файл любви есть, файл вот это вот. А где мечта? Вот, файл мечты. Ага. Ну, Или на данный момент мы еще не можем до конца сказать, чем же является интеллект, вот чем является наше мышление, потому что недостаточно данных. А почему тогда мечты нет файлов? Вот я все время, весь день я спрашивал, где файл мечты, а нет ответа. Бывает? Ну, он везде, на самом деле, то есть мозг у нас разделен условно на данный момент, он картирован несколько раз для того, чтобы мы могли работать с этим и понимать, но у каждого человека он, в принципе, индивидуален. У нас есть определенные центры, которые отвечают за ту или иную функцию, но так, чтобы конкретно сказать, что вот здесь у нас лежат безумные мысли, да, чтобы их можно было извлечь, а где-то лежит мечта, чтобы туда можно было добавить. Но пока еще, к сожалению, достижения науки, достижения медицины, они не позволяют этого сделать. Еще предстоит огромная работа. Sürər adaqda gönyer qanak, neden sürədəqdə bər sürəqdəqdə bir aratında tül. Провод. Все? Все? Ага. Супер. Как вы? Нормально. Интересно было, да? Ну, сама по себе активность необычная. Ну, в рамках приличия. Это что? Вот, просто красивое эго, хороший альфа-ритм. Было видно, как будто вы меняете свои ритмы абсолютно по вашей желанию, которое такое необычное дело. Это иногда там при медитации там случается. Просто вы меняли направление своего ритма абсолютно сознательно и очень быстро. Это что я заметила. И потом, когда у вас были
ну, когда у вас было этот медитативное состояние там в конце, когда вы там руки поднимали, это смотрелось, как будто, если специалист по неврологии смотрит это, скажет, вот будто как это эпилепсия. Но большая разница, потому что когда это закончило, у вас был абсолютно нормальный ритм, который такое не существует при человеке с эпилепсией. Это такие очень интересные феномены там были. Для обычного человека все-таки так сильно не видно, что работают зрительные образы. Поэтому вот визуализация – это ваше очень сильное отличие от обычного человека. Очень сильная, хорошая визуализация. Ну, у меня есть вот упражнение, вот это дыхательное упражнение, там есть установка визуализации. Вот. А между прочим, это вот если вы сможете учить других людей, это очень важное дело для любого человека. Но, возможно, мы в цивилизации пока теряем это свойство. И только некоторые люди его вот могут сохранять, потому что практики у вас такие. Если вы будете учить вот других людей такой практике, ну, они будут сохранять способность к визуализации, вообще способность к воображению. Потому что, конечно, то, что вы создаете в визуальном мозгу, оно влияет на мозг. Мозг сам меняется от этого. И, конечно, будет и поведение меняться, и остальное. Вот. Я могу спокойно сказать, коллеги. Ну, конечно, да. Конечно, да. И 3 раза. Поднимаем. Я свободен! Я свободна! Дышу! Пою! Лечу! Сапсынар қынатым сағақтан таянар. Эле киреңере мерекине көстебет. Саналар